правительстве России подписали постановление, утверждающее перечень регионов и территорий, где будет запрещен майнинг. В документе уточняется, что ограничения будут действовать в 10 регионах России в период с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. В список регионов, на всей территории которых будет запрещена подобная деятельность, вошли и северокавказские республики – Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Северная Осетия. Кроме того, в части российских регионов майнинг будет запрещен частично. Домофоны будут интегрированы в систему оповещения населения в России, но не заменят основные средства, такие как радио и телевещание, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. В настоящее время основными способами оповещения являются СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые размещаются в многолюдных местах. В марте этого года Куренков упоминал, что домофоны могут быть использованы для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Он добавил, что телевизоры, которые могут передавать предупреждения, не всегда включены, так же, как и телефоны. В Миноборнауки сообщили, что дополнительные бюджетные места в вузах в этом году будут в разумных пределах. Точные цифры пока известны только по инженерным специальностям – 248,5 тысяч бюджетных мест. Ранее сообщалось, что приоритетными направлениями приема остаются медицина и педагогика. Прогнозируемый рост цен на платных отделениях вузов не превысит 10%, сообщают Миноборнауки. 17 декабря зампред правительства Дмитрий Чернышенко упомянул 620 тысяч бюджетных мест по всей стране. Дополнительные 5800 мест формируют сами вузы. Школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр обсудил организацию такой олимпиады на заседании Национального координационного совета. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет. С 2015 года оно увеличилось на 1 миллион 200 тысяч человек и составило около 7 миллионов школьников. Ранее министр заявил, что через 2 года планируется ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве 6-го экзамена по выбору. Рособорнадзор в свою очередь сообщил, что готов оперативно приступить к разработке материалов для экзаменации. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилем скорой помощи, включая блокирование выездов в больницы и лечебные учреждения. В Госдуме отметили, что действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей. По словам авторов инициативы, за последние годы известны единичные случаи возбуждения уголовных дел при соответствующих обстоятельствах, и лишь в исключительных ситуациях дела доводились до суда. Иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что эта работа ведется планомерно, так как ранее президент Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных граждан. По данным Миноборнауки, сейчас в вузах страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов. Ингушские спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open 2024. Он проходил с 17 по 22 декабря в Красногорске. Ингушские джитсеры представляли клубы «Стрела Тим», «Gymnasium Тим», «Эгейт Тим», «Магаз BJJ», «Брас Раша», «Бадр Джиу-джитсу» и «Годжира Джиу-джитсу Академия.